Селям алейкум. На днях мы стали свидетелями групповой травли и избиения студентки одного из образовательных учреждений города Бахчисарая. И эту тему мы пригласили обсудить психиатра, врача-психотерапевта Рисмаль Исмаилову. Селям алейкум, Рисмаль. Вследствие чего возникает буллинг или по-русски травля? Надо понимать, что люди социальны и ориентированы на группу. Задача подростков в этом возрасте почувствовать, пережить сплоченность, почувствовать принадлежность к группе. И если они находятся в таком образовательном учреждении, в котором не стоит задача заниматься их воспитанием, а заниматься только оказанием образовательной услуги, то рано или поздно эта группа почувствует, что они могут объединиться только на основании одной цели, сплотиться против кого-то, выступить все вместе против кого-то. И вот здесь они почувствуют единение, общую цель. Конечно, ничего хорошего в этом нет, потому что в данной истории будет жертва. Жертва, если травля тлеет не один день, то рано или поздно может на себе ощутить настоящие вспышки насилия, не только эмоционального, но и физического. И все это заканчивается печально, потому что мы знаем статистику по суицидам подростков, и мы знаем, нам известно о случаях, когда подростки в итоге приходят в школу с битами, с огнестрельным оружием, расстреливают одноклассников, учителей. То есть буллинг – это явление, с которым борются во всем мире. В России, конечно, борются больше с последствиями, чем с первопричиной. Но, тем не менее, очень важно говорить на эту тему и очень важно обсуждать до того, как произойдет какой-то случай, как в Керчи, мы все помним события с керченским стрелком, или мы периодически слышим о том, как покончил жизнь самоубийством тот или иной подросток в том или ином регионе. Бывает такое, что, вот пример, человека не хотят, ребенка, принимать в компанию, неохотно дружат, неохотно принимают в какие-то игры, компании и так далее. Это считается травлей? Нужно разделять популярность и буллинг. Непопулярность действительно может иметь место быть. Ребенок, конечно, в той или иной мере страдает от одиночества в группе, но зато он понимает, что он в безопасности, ему ничего не угрожает. В случае же буллинга, в случае травли, ребенок действительно испытывает довольно сильный страх. Он понимает, что он не в безопасности, он не чувствует себя в безопасности в этом коллективе. Это очень истощает его, он не способен заниматься учебой, он не способен заниматься построением каких-то более здоровых отношений в этом коллективе. В общем, разница большая между непопулярностью и буллингом. И здесь всегда суть в том, что здесь вся группа сплочается против одного ее участника. Он испытывает сильный страх и небезопасность. Бывает такое, что, вот, например, мальчики, да, они то дерутся, то ругаются, то мирятся, демонстрируют дружбу. Как понять и как различить травлю, и когда бить тревогу родителям и педагогам? Действительно, особенно у подростков есть очень важная задача научиться справляться со своей агрессией. И да, они должны конфликтовать, они должны ссориться, мириться, они должны иметь этот опыт разрешения конфликтных ситуаций. Но конфликт – это когда силы абсолютно на равных, то есть нет явного противовеса, нет такого ощущения, что все против одного. Это уже не конфликт, вот это уже буллинг. Нужно вычислять задир и проводить с ними работу? Дело в том, что это практически бесполезно. Если так пошла групповая динамика, что здесь уже начался буллинг, то группа вслед за одним булли, да, называют, вслед за одним задирой, выдвинет непременно другого. И даже они начнут покрывать свои действия таким образом, что взрослым в попытках как-то помочь, вмешаться, даже невозможно будет кого-то, грубо говоря, одного конкретного схватить за руку. Это практически бессмысленно. Работать нужно с группой в целом. Ну, то есть, получается, дело не в самих задирах или конкретно жертвах, а в целом в группе. Ну. Все абсолютно верно, дело в группе. И когда думают, что дело конкретно вот в задире, что это у него какие-то личностные качества такие, что ну, вот он, собственно, главный виновник случившегося, нет, знаете, личностных качеств задир недостаточно для того, чтобы все это организовать. Здесь обязательно должны быть, скажем так, свидетели,
родители, для которых, собственно, все это и происходит. И да, вот когда они видят, как это все разыгрывается, и они становятся участниками этого процесса, мы видели на видео, да, что они все вместе испытывают какой-то азарт, упоение, эйфорию, и никто не пытается остановить случившееся. Все как-то неадекватно оценивают происходящее, не понимают, что грани уже давным-давно они переступили. Они все участники, и жертва, которая, конечно же, страдает больше всего, и задиры, и свидетели оказываются сотравмированными. Что я имею в виду? Дело в том, что в итоге это сказывается на их личностном развитии, личности их разрушаются посредством того, что они являются участниками подобной ситуации, и это влияет на их эмоциональное развитие. Почему руководство образовательных учреждений должно уделять пристальное внимание поощрению здоровых отношений в группе, классе? Безусловно, именно они этим и должны заниматься. Они должны объединять группу какой-то общей целью. Они должны контролировать всегда атмосферу, насколько она здоровая. И они могут с легкостью пресечь. Им бывает достаточно 5 минут для того, чтобы на корню прекратить начинающуюся, зарождающуюся травлю. И здесь должна быть общая позиция у всего руководства, у всего педагогического коллектива. На самом деле перед ними группа как на ладони. И травля — это никогда не бывает ситуация одного дня. Зато очень часто мы слышим о случаях, когда абсолютно как будто бы случайно подросток не подавал никаких внешних признаков и вот покончил жизнь самоубийством. Или, опять же, вернемся к керченскому стрелку, кажется, что школа Колумбайн, давайте хорошо, не керченский стрелок, школа Колумбайн, как будто ничего не предвещало беды, и 2 подростка пришли и расстреляли всю школу. Нужно заниматься этим, безусловно, и этим занимаются во всем мире. Наибольший успех отмечен в Финляндии. Финны молодцы, потому что они понимают, что нужно работать с группой, не с отдельными участниками конфликта. И они проводят групповые работы. На ком лежит ответственность за этих детей, за то, что происходит с ними? Все зависит от взрослого, который имеет непосредственный доступ к группе, к коллективу. Именно они и могут предотвратить начинающуюся травлю, и либо же стать ее причиной. По каким причинам это бывает? Если руководитель убежден, что все дело именно в детях, в том, что они как-то не так воспитаны, что это все дурное влияние социальных сетей, что они недостаточно внимания уделяют учебе. То есть делается ставка на какую-то инаковость членов этой группы, то, конечно же, здесь ни к чему, скорее всего, и не пойдут. Здесь нет понимания того, что это проблема всей группы, которая, как известно, гниет с головы. И иногда бывает такое, что именно учителя являются первопричиной того, что началась травля в коллективе. Возьмем случай в Тарахташской школе, когда классная руководительница делает ставку на то, что есть дети другой национальности, они иные, они предатели. Но это вот отличная иллюстрация к тому, как можно начать травлю в классе с дозволения руководства.